Хрен знает, где я. Тут одни склады, везде что-то делают. Не знаю, везде мебель делают, что ли. Везде что-то пилит, бызылдайдар, мазылдайдар. Я приехала же Тимурга диван заказать. Вот на кухне стульчики купили, они зеленого цвета. И теперь белый диван не подходит. Надо менять. Я хочу прямо точно такие же, зеленые, как стульчики, диван. И спинку такую же, как ракушка, сделанную. Но Тимур сказал, любую мебель могут сделать. Вообще абсолютно любую. Даже мебель эксклюзивную. Короче, начиная от эконом-класса до люксового класса или что там делают мебель. О, Господи, мы вообще где находимся? Мне что-то уже страшно. Вообще что-то... Вы куда меня ведете? Тимур в белой рубашке. О, Боже. Это что, мы на скат, что ли, пришли? Производство. Производство? О, Достар, капец, у Тимура свое мебельное производство. Нифига себе! Нифига себе, у вас целая фабрика же. Да. Обалдеть. Посмотрите, Достар. Какая площадь у вас здесь? 1400 квадратов. 1000? 400 квадратов. Офигеть. Вы богатый мужик, оказывается. Вам дружить надо. У вас на аватарке даже Хабиров есть. Здравствуйте. Это же как мой стульчик, ракушка, блин. Вот оно и есть, это стулья. Вон пачка лежит, там еще пачка. О, это вот это вы все шили? Это не за день, а это за 2 дня. Работа кропотливая. И сколько получает швей? Не скажем, секрет первый. Можно, да, Тимуру, задать этот вопрос? Сколько у вас швей получает? Это секрет. Секрет? Вот никогда не говорят, сколько получает. Если скажешь, потом тебе не заплатят. Скажешь, ага. И стыдно, доктор. Вот этот Бентли стоит за углом. Да? Ну, сейчас я знаю, что швей очень хорошо получают, потому что сейчас это очень востребованная профессия. Да, нас мало. Вас мало. Сейчас не найти, сейчас швей Их мало, найти самое не главное, могут. И самое главное, что они умели классно шить, давать классное качество. Да, тяжело, потому что я сколько ходила вот по швейным фабрикам тоже, доктор. Вы же знаете, что я шью одежду, да, и вот там тоже проблема, доктор, тавырға хәйвәт швеяларды. Представляете, они прямо на вес золотом. А вы чем тут занимаетесь? Ну-ка, расскажите, пожалуйста. Склейка поролона. Склейка поролона? Это что такое? Для чего? Зачем? Стульчики, сидушка. Да? А, нифига себе. Нифига себе. Кстати, смотрите, это каркасы диванов Угу, полностью делаются из фанеры. угу. Самый надежный, прочный материал, который выдерживает классные большие нагрузки. Соединение гайка-ус, Угу. после этого хорошее соединение и, самое главное, долгое соединение. Да, Кстати, вот сколько лет работаю с Тимуром, действительно, вот качественные мебели стоят. То есть мы делаем мебель по картинкам, если интересно. Зайдите, посмотрите. Там представлены такие модели диванов, Современные. мебели, да, такие эксклюзивные модели, которые очень Сейчас в тяжело найти. Просто нет. Да, нету. Это индивидуально. всё Да, под заказ. и вот представляете, Тимур у себя на фабрике может вам это сделать. Представляете? И намного дешевле, чем на Pinterest. Управляем не только по Уфе, но у нас клиенты Москва, Питер, далекий север, то есть по всей России. Женатый, да? Артем, а ты где? Нет, я же ищу всегда холостых мужчин и богатых мужчин. Хедингусин, когда специально хедингусин эвдейм. Поэтому я всегда спрашиваю, женаты ли или нет. Ну, прикиньте, своя фабрика мебельная в Уфе. Представляете? Он является вообще одним из крупных производителей мебели в республике Башкортостан. У вас есть какой-то бизнес, там аэропорт, автовокзал, ЖД вокзал. Делаем такую коммерческую мебель, смотрите, индивидуальную. У меня есть аэропорт. Коммерческая мебель вообще на самом деле это не только аэропорты и ЖД, вокзалы, доктор. Садики, Да, школы. садики, школы, предприятия. И даже вот это вот я заказывала, помните, во фрейм мебель. Когда я пришла к Тимуру, помню, до сих пор Тимур говорит, нам надо что-нибудь подешевле мебель. А Тимур такой говорит, Миляуша, говорит, я вам не рекомендую дешевую мебель, потому что эта мебель, говорит, убьют ваши, говорит, гости. И вы, наоборот, окажетесь, говорит, в минусе. А я хотела закупиться дешевой мебелью. И вот я его послушалась, да, и прикиньте, каких только гостей у нас во фрейме, друзья, не было. Это просто капец. Вы бы знали, вы знаете, что там обливали постель, вы все эти истории знаете, да? Прыгали, там что-то ломали, да? А мебель они ничего не смогли сделать. Потому что Тимур, на самом деле, сделал такую качественную мебель, что это просто, вот я нарадоваться не могу. Диван, да, вот это то, что он сделал, диван из какого материала, да, это вообще просто бомба материал. Просто взял, протер тряпочкой и все, прикиньте. Грязь там вообще не задерживается. Такой материал он мне посоветовал, который неубиваемый и который специально закупают вот такие вот люди, которые сдают дома и квартиры. Представляете, ну даже, оказывается, такой материал есть. Всегда вот Тимур говорит, для чего вы покупаете мебель? Для кого вы покупаете мебель? А я сначала думаю, что он мне такие вопросы постоянно задает. Какая ему разница, куда я покупаю и зачем я покупаю, да? Почему
лезет ко мне? в Да, личное? зачем он лезет? А оказывается, он анализирует и дает вот очень такой дельный совет. Интересная тема. Очень многие говорят, мы закажем мебель из Китая. Ага. У нас сейчас есть один очень крутой проект. У человека очень крутой бизнес, и они не могут привезти мебель, которая им нужна из Китая, потому что они скинули проект в Китай, они посмотрели, и они не могут такое сделать. Мы просчитали у нас, там эксклюзивные столы, эксклюзивные кровати, диваны, и им выгоднее и удобнее заказать здесь, нежели в самом Китае. То есть мы ходим в Китай. Слышали? Слышали? Даже вообще, между прочим, китайцы сами заказывают у Тимура. У меня вот такие вот стульчики, видите, в стиле ракушки, да? Вот такой цвет. Мне надо вот такой вот диван, видите, тоже в стиле ракушки. Да-да-да. Но цвет мне надо вот такой. Да, сделаем, хорошо. Вот такой же делайте, прям с ножками. Размер Конечно, я принесла. конечно. Только ножки дерево, наверное, лучше, не золото. Можем и дерево, и золото. Ну, наверное, лучше дерево. Это я, кстати... Надо тут А, Pinterest. Тимур, смотрите, кстати, я вот это же, тоже вы говорили про Pinterest. Это Да. я из Из Pinterest. Pinterest, да. Да? Знаете, да? Конечно. Офигеть. Очень многие нам так приходят, присылают. Да? То есть у нас сейчас очень много мебели, как раз в картинках, которую вот, мало кто делает, либо делает очень плохо. Ага. Вот. Поэтому сейчас очень много клиентов с такими индивидуальными заказами. У вас, получается, свои дизайнеры есть? Да. Мы сейчас вообще развиваем активную работу с дизайнерами, строителями, с ремонтными компаниями. Кстати, у нас есть классное предложение для бизнеса, для B2B. Мы помогаем компаниям, строителям, дизайнерам зарабатывать еще больше денег. То есть мы даем для них готовые решения. Они помимо того, что проектируют, например, квартиру, отрисовывают дизайн, мы еще помогаем им поставлять мебель. То есть мы даем им спецусловия, даем дополнительные скидки, и они помимо того, что просто продают свой дизайн, они еще могут продавать и мебель. То же самое и ремонтники. Ремонтники могут параллельно заниматься еще и мебелью. То есть мы даем им спецусловия, они сделали красивый ремонт, шикарный, клиенты им доверяют. И, соответственно, когда вопрос заходит о мебели, они заказывают у этих же ремонтников. А мы являемся поставщиками. Ну вот, короче, мне вот такой, и я тут со своим маленьким диванчиком. Тут вообще, Паша, такие поставки, такие, вообще с такими людьми Тимур работает. И я такая прихожу, а меня вот такой диванчик маленький на кухню. Классный, красивый диван. Только размеры вы не обещали скинуть. Я так не скинули. размеры, вот смотрите, сейчас я вам размеры скину. У меня прямо это такой прямо размеры. Сейчас, где размеры приятные? Это самый знаменитый, оказывается, стриптизер Уфы. Представляете, он работал, начинал работать с самим Сердаром Камбаровым. Оказывается, Сердар Камбаров был стриптизером. А расскажите про Сердара Камбарова. Шел 2004 год. Ага. Шел 2004, громче. Громче. Ага, в Уфе. Ага, Уфе. ага. Он в шляпе, Ага, я в блестках. ага. Так и начали. И все, что ли? Всё. Блин, а чё, как вы пошли в Всё. стриптиз вообще? Вот Как? как вот человек решается пойти, мужчина, в стриптиз? Я женщина, понимаю. Когда танцуешь всю жизнь, Ага. и потом тебе за это предлагают деньги, Мгм. так и получается. Получается, вы профессиональный танцор. Конечно, с 6 лет. Ага, и тут вам предложили там большие деньги, если будете Просто танцевать деньги. стриптиз, да? Просто деньги. И что, сколько платили вот за такой танец? Я хочу знать вообще. А раньше? Раньше и 800 сейчас. рублей за один танец. 800 рублей. Это Да. 15 лет назад. Да. Прикиньте, уже 15 лет тому назад в Уфе были стриптиз-клубы и стриптизеры. И прикиньте, Ваня, в этом числе Артем и Сердар Камбаров. Сейчас сколько стоит вот От выход? 12 до 15. Один танец? Шоу. Шоу? Это как? конечно. Шоу, один танец. Мы же Разве- расцениваем все-таки не временем, Ага. не треками, а Ага. эмоциями. Можно целый час смотреть и уйти об этом говорить, как выступить. А можно и за 8 минут на всю жизнь эмоции. За 8 минут кончить можно вот так, видите? В каком клубе вы работаете, если захотят девчонки мои подписчицы прийти посмотреть? Матрешку можно прийти. В матрешку можете поболтать. прийти и увидеть пенсионера Артема с его знаменитым номером. Вертолет называется Да, знаменитый, конечно, самый А знаменитый. почему вертолет? А вот по лопасти так же вертится. А, да? Офигеть, девчонки, если вы хотите увидеть, как крутится вертолет, приходите в матрешку. Офигеть, вообще мы сейчас рекламу делаем стриптиз-клубы. Это неправда, доктор, это мы пошутили. Конечно. Но он еще танцует, Артем. А вы, получается, вы уже женаты, да? Да, был. Ага, были. Вы Да. сейчас один. Девочки, кому нужен холостой, красивый мужчина, стриптизер. Ну, у него двое детей. Вообще, вот тяжело стриптизером в семейной жизни вообще. Да, обычно мы не разглашаем эту информацию. Да? А Конечно. женщины как относятся? Вот как жены По-разному. относились? Ну, ради этого и выбирали меня. А бывали такое, что предлагали интим? За деньги? Что говорили? Как предлагали? Замуж, что ли? Да, конечно, алкоголь бесплатный.
Это что, женщины, обеспеченные женщины? Нет, просто пьяный. В шоке, что вообще женщина может предложить это секс за деньги. Я понимаю мужчину, да. А не было такого, чтобы там мужчины отношение ваше относилось как-то вот не очень. Это не мужское дело. Никогда. Я понимаю, там строитель, я понимаю, там водила. Нет, я же еще работал на заводе. На заводе кем? Кем? Водителем. Фрезеровщиком. Офигеть, представляете? Оказывается, это Артем работал днем на заводе фрезеровщиком, а ночью подрабатывал стриптизером. До свидания, девчонки. Пока. Было интересно с вами. Артем, особенно с вами было очень интересно. Со знаменитым стриптизером познакомилась. 1 час 15 тысяч, блин. На самом деле стриптиз танец это танец. Просто немножко такой с изюминкой. Почему мой диван будет, когда готов? И я тут со своим диваном, блин. Когда мой диван будет готов? В течение месяца изготовления у вас индивидуальное производство, будет техническая разработка, над ней будет работать технолог, то есть все под ваши размеры, под ваши габариты, будет отрабатываться примерно месяц. Ага, ладно, через месяц жду. Известная Милеуша. Артема у меня задница мокрая, а дольше он весь мой матис промок, окно открытое осталось. Ёпарасы, блин. Вы же сказали, бил 100 раз. Киса түнгі 11, уже магазиндар везде бекли, героя, анималар. Біз поехали, подруга Миран, коробки искать. Сначала заехали в этот рынок, оказывается, он был закрытый, мы как-то вот так проскользнули. Вот, шунда искали, вот там вообще страшно было. И еще самое главное, там стояли свежие фрукты, они, оказывается, и там была инда, прям клубника, имар, прям ултра. Ну, хотела взять, просто в это время охранник передала, потом потом... Ты в бомждарма коробка, да, соседям писала, и в итоге мне нашла, она мусоркала. Мусоркала? Нафиса по мусоркам лазит, представляете? Да. Я потому что ей дала задание, чтобы срочно найти коробку для нашего вайна. Сегодня мы будем снимать вайн. Что надо? Что, откуда едешь? В смысле, откуда едешь? Диван заказать-то? Ашаладым. Я валик, я тұрман сразу альпирана күрмәңдер. Мен что-то альферді түкімен әлі еніп келе жатқанда. Қазақ боларын. А, давай, пока чуть. Это Альберт уже юлда срашал. И чуть не сказала, постельда срашал. Постельда срашмай, вот мы в разных комнатах спим. А қайда буду срашал? А, біз кухняда срашал. И то, осрашады да, вот, ашаған арала вопросы решаем, мына шуны былай керек, бұны былай керек, дегенді шайтыр керек, и все. Весь наш разговор. Әлі вот задумалась, вот, оказывается, мы вообще не разговариваем с Альбертом. Только мы по делу, оказывается, разговариваем. Просто вот тупо ултырып по душам бит сөйлешкенimiz жоқ. Или ескенде сөйлешейник по душам. Қазір естімегіз вообще по душам сөйлешмейік. Имеется в виду мен естімегіз. Или кинола көрсетулерін муж с женой. Давай сегодня, дорогая, поужинаем тегер вместе. Вместе время проведем. Тегелер мен аптырай тұрған дураки, что ли, блин? Күні бойы үйде біргелер, үйде осырашалар бетінде. Бірге ешейлер, что вместе ужинать дейін. Мешать үйде тұрған. Ага, действительно. Альбертті ужинға сақайым. Үйлесірген. Ну, сен оқыт olsa кеше балаларыма подделка істеп үйреніп өткен енді. Нәфисе. Альберт. Не 100 килограмм екен, не знаю. Блин, бізге har мынаны 40 керек өтін. Да. 40. Мен жолда ішігі түшіп қалмаған сенімді. Прикольно, молодец. Бандизит. Стиральный машина едем, бандизит, что ли, немекей ол. Альберт как? Альберт, мынаны давай еду тут гладить алып қояйық. Ысындап та еду тут гладить алып қояйық жайтып. Ай, Нәфиса. Ох, менің қамырым. Көтерілген. Оранге. Пышный. Істеп кіна кеткенім. Қазір пиццу будем готовить. Қамырды түшіріп алалы бірақ, чтобы был еще бір көтерілген. Блин, я хочу хлебопечку. Или нафиг хлебопечка. Меня подписчиктер алған, нафиг бізге хлебопечка духовкала пішіріп деп. Духовкала можно пішірген дердей. Ойлап қарахан. Нахрена хлебопечка. Я мәкка нахрена деп етіргенмін. Мәкка, фуит. Все. Еще бір көтерілген да будем печь. Из остатков колбасных изделий и сыров я готовить буду пиццу. Вот ведь по мешкам все расфасовала, морозильник засунула. Вот это вот какой-то адыгейский сыр. Вот это вот какой-то тунган, черт его знает, ламбер мекен. Вот это вот у меня тунган, индейка, видите, вот. Вот это вот сосиска, видали. Вот это другой сосиска, тишреп халанган, бро.
Вот это вот колбасаның куйты какой-то бір штук тұрып қалған. Даже вот такие вот идут на пиццу. Ну жалко же выкидывать, я всегда из этого делаю пиццу. Особенно вот такую пиццу я готовлю после большого застолья. Қонақтардың қалдығынан. А что такое-то өте? Ойлап қарасаң. Олар қонақтар еме аузына қалып келе қалмағандар мұғайын. А верите вот какие-то знаки, которые должны быть? Ну, верю, конечно, в знаки. В 8 классе, когда я училась, короче, у меня была очень травматичная ситуация. Какой? Ну, не буду говорить. Блин, раз начала говорить. Ну, короче, травматичная, которую я не могла ни родителям, ни подругам, никому рассказать, короче. Ага. Вот, и мне было очень плохо. И тогда я начала вести дневники, начала над собой работать. Ты дневник ведешь, что ли? Ну да. Ну, соси. Конечно. Ну, раз над собой надо же работать. Ты чё? Тогда я себе в дневнике написала. Когда мне будет где-то 25, Ага. я буду для подростков тем самым взрослым. Типа, шать пятым, да, я все забыла. Шать короче. пятым. Да. И все, мне же после универа не пошла работать, не пошла вот видеограф, не себя работать, в школу я не Ага. пошла, хотя меня всегда тянуло. И... Тебя в школу тянули. Ну да, к детям. Всегда вот лагерь все равно барберным удемешлихам, да. Хотя бы райва кита другим же. У меня в декабре случилась депрессия. Обычно же я тем Милёша поярли. И вот не понимала, вы знаете, вот мы работаю видеографом, вроде бы хорошо, вроде бы деньги получаешь, что ты делаешь, хамакта. Но я начала ощущать, что я чувствую себя просто штативом, как будто без цели, как будто я ничего важного в мире не делаю. Прям, Смысл какой-то. да, вот смысл прям потеряла. В итоге так сложилось, мне, как мама говорит, нашли сразу квартиру, которую можно было снять, сразу работа нашлась, новая школа. А новая школа это очень хорошо для новых учителей, потому что коллектив хороший. Ну, потому что только формируется иногда. И вот я устраиваюсь, и я понимаю, что мне так попалось, что у меня 8 класс именно, и меня в этом году 25. Вот именно 25 лет, да. Нифига себе. И я думаю, офигеть. Зарплата, конечно, смешная. 60-70 алырысы нәфисе, блин, bütün нервно бітіріп қалай ештер керек. Да. Это прикинь, сколько часов отрабатывать надо, чтобы 60-70 получить. У меня тем более, я 2 года на себя работала, привыкла от дуракства зарабатывать. Конечно. Потом резко в школу пошла. Har Кыргызстан. Да. Что-то мне сырғанай шемчик лёг. Мен байған бір сырғын мазгилағым. Самый тяжелый меня истеберділер. Мне, кстати, когда я начала гарнирды вкусно готовить. Да? Да, мне масло обычно сей хармай верха. Ай. Алмай тұрғайым, который я постоянно хармай. Вот так вот, гарнир надо. Видишь, я хоть чему-то тебя научила. Как готовить гарнир на сливочном масле. Вот так бетон. Неме, я 35 кило, кашкалака. Чтобы готовить вкусный гарнир, я не башу. Мен май ашамайым. Ага, шапылда башу отырады. Әрбір гарнирда май. Мен вообще аптыраным, когда сказал, мен балаларыма ештеңе білмей вообще в шок болдым. Қалай қызық екен. Знаете, какое чувство? Вот я говорю, умбичешек плава киляля. Ой, у меня были комплексы. Вот когда я начала я из-за ваших уроков. И что, как работать комплексы? Кэши — это же энергия. Ага. И кэшига, если не смотришь, энергия, когда видишь, Ага. например. Если энергия, например, какой-то комплекс, палада, прыщик барты, да, к примеру. И ты все время думаешь, ой, у меня куркан прыщик, значит, вся твоя энергия, что прыщик-то урунлашкан хинем. Потому что хин уден туда энергию не читаем. И кэшига караха, вот только твои комплексы видят. А если хин свои плюсы будешь уделять вот это, то хин хорошие моменты видят. Ага, Вот. интересно. А прикинь, вот сейчас мне резко, знаешь, какое чувство пришло? Какое? Прям резко. Мгм. У меня же есть чувство такое, не? Курадасемах. Как будто министерство утрахан, и уже в микрофон что-то сидишь, говоришь, какое-то совещание идет, прикинь? Амин, Хапнула амин, алдында. амин. А мимо ашанам ни капельки даже не сомневаюсь. Я в себе уверена, но при этом не понимаю, чего я хочу. Вот у меня нет такого, что я чего-то боюсь. Ну, если ты чего хочешь? А вот я не Чего знаю. хочешь? Ты хочешь работать с детьми, тебе нравится это. Значит, в этом направлении надо двигаться именно. А аксал написал, буал. Просто не яратқан ішінде алып барып мына кішілер же мына достар мына онлайн школалар ашалар или онлайн түгіл офлайн школалар, курсы. Ты же в этом направлении яратқан профессияңда эшлеп, также можешь и хорошо зарабатывать профессияңда. Я, ну, кричал-то курный, уже керек, ага. Вот оно что. Все, пока ты имеете. Нет, нормально же. Ну, хорошо, все. Блин, bunu жалко, эй. Ну, хватит,
Turg'un yo'q, buni garajga solib qo'yadi. Nima turg'un? Ну, Turg'un garajda. Sen seki og'asidan ita ko'tarib bordim endi filmda. Nimani berdi? Valena seki yerlaman deydi. Ты дурак, что ли? Это камера была. Kamera, nima aytib qo'ydingiz? Men uning garajda nima kesing kamera. Attı, taşımağındır. Nima? At. Balıkla tutsam. Balıkla pizza? Restoranlarda var. Şimdi her balıkla pizza aşamağı indi bilin. Kızını balık şarkı oturan, işi balıktan işi pizza mı? Европа с нами уже. А почему ты бутылку напиться жизнь? Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Они не türlü yeşil Вот pizza. там вообще ну, рестораны var всякие там и гавайская, там пепперони, маргарита. Ты вообще обнаглевший мордой. Карали, кто меня балыктан пицца подавает, то, блин, какой-то маргарита, пепперони, блин, ай. Ну, пепперони тоже там любят. Мне уже хочешь сказать, меня ризықтан яқтың. Ялық От маған. моей стрипни, да? Нет, правильно вот ты говоришь. Ну, получается так, инде. Ну, просто эти ответили. Это как мужики. Жена – это хлеб. Каждый день, если есть хлеб, она надоедает. Я хочу булочку. Да? У меня нет такого. А? Если тебе стрипня жены надоела уже, тебе уже что-то захотелось какой-то эксклюзив, мне стоит задуматься. Потом задумался. Мне сразу Насторожиться. Ну, Насторожиться молодец. мне стоит, значит, да? Мужиктардың артынан жүгірмеймін. Булочка керек болып Я менде булочка әлі керек бетте мен бір Анда. пицца сұрадым, ол булочка әлі менде. и маргарита или пепперони вдруг мне керек болып печать. Имей в виду, будешь жить со своей маргаритой и пепперони. Вообще готов. Да нет, ну хоррор, нема кеуілі. Шо енді? Азалия, что, все? Ой, такой, прости. Папа говорит, а что ты, говорит, всегда делаешь одну и ту же пиццу, говорит. Почему ты не делаешь, как в ресторане, маргарита, например, пепперони? Ты согласна? Нет, она не согласна. Нет, Зара. Я отказываюсь выбирать сторону. Вот видишь, она согласна. Папа, она захотелось какой-то эксклюзив, Азалия. Всегда жаришь одни и те же шашлыки. Мол, я тебе пожарю разные шашлыки. Какие разные? Какие хочешь? А я тебе тоже разные блюда готовлю. Менен башы, знаешь, изгаляйсыз бұнда күнде неме пішіруге. Дәмдірек бұғын, қыдығырақ бұғын. Бұны пішірмен, тігіні пішірмен деп изгаляться етем. А бұл, видите ли, қарағыларын неге бұнда пепперони да маргарита деп Көлі баштан. көлі, сұрадым енді, блин, сенге бір жаме сұрағарам мен үйті дейді. Ату, солай. Ада сен мен шашып пішеден сұрама. Ой, неме құраған бар мене? Е сұрайсың сен. Неме құрай, айтайын. Сен даже еткені бар, тәмсіз болады сен. Мен никогда етмеймін. Дәмді пішіргесін. Ай, мен сені тәмсіз болса тәмсіз. Мен неге дәмді хочешь сказать? Дәмді туғала, дәмді тебе тәмдеймішін. Ах, блин, говню. Ну, вот ты себе нравится, по-честному все. А слушай, тебе там, Ну, это меня? неме, дәмді туғаны бар. Он игра тоже намагал. Түрді, немелер. Жолардан шай бешірген тәмі бар, прикольно. А бір түрдігіне колбаса и бір түрдігіне сыр, ну, олай жағау, это не так уж. А из того, что разные сорта сыра, разные сосиска, там, ветчина, куриный пушок и там теми. Из-за этого так прикольно получается. Честный отзыв, ладно? Аллаш мама. Честный отзыв. Честный отзыв. Вкусно. И трошки. Ну, как он где-то не Ах, и трошки не уркавые. в меру. Хотя некоторым не нравится. Нравится, хорошо. А что ты честный отзыв не говоришь? Честно, там не любит. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, сколько я напекла пиццы. Это просто офигеть как много. Вот один лист, второй еще у меня этот наготове стоит, третий у меня в духовке, четвертый почти сожрали. На официальный сектором пицца, честный отзыв. Вот реально много там. Очень вкусная. Так что готовьте по моему рецепту. Очень быстро готовится. Махом. А то некоторые один лист пиццы могут готовить час. А у меня уходит на час, чтобы вот это Вася не дал, чтобы приготовить вот 4 листа пиццы. Прикиньте? Какая я молодец. Вот бесеңді мақтап қана тұрырға Альберт. Блин, так и мақтаймын күнде. Күні түні сен мені мақтайын. Мая? Қасан сен мені мақтағаның бар күні түні? Білмеймін. А? Вот қара, даже самому смешно, да? А? Күні түні мақтайын, вот қаралай. Пошутить даже нельзя. Пошутить даже нельзя. Халварам пицца. Только мои контейнеры верни. Ишеттің ме? Хорошо. Ты уже второй контейнер забираешь и не возвращаешь. Менікі дома бәлішмен лежит. В смысле, сен бәлішті ашамайды? Не, бәлішті ашам, но бәліштікі лежит. Бәлішмен лежит. Я абтрап кеттім бұл мен. Там нифига себе, блин, ашамаған, что ли, блин. Пахнет.
Я, наверное, в квартире останусь сегодня. А так? Не. Что тут удивительно? Что удивительно? Значит, Афреймда мужиктармен еліп қалағын мальчишник устраивает там в последнее время вообще часто мен езге бір рәмәлен түшмеймін да. Ну, там камеры есть. И что, мен камераға доступ бар, что ли? Камераға хененгенен доступ бар. Я могу тебе дать доступ. Скачай. Скачай. Яғысын. Пытаюсь. А что мне делать дома? А что там тебе делать? Мен ятам да ұйықтаймын, мен нетем тағым. Атаң түшегенен мен как раз неге барам тағым. РГ клиникаға. Ну, зато. Все, подожди. Чё? Чё? Еще? Аллаға айтайын. Мужиктар егі отырма. Весь может там живем. Весь мужиктар егі. Азалия, айда поехали со мной. Куда? В квартиру. У меня урок будет через полчаса. А ты не можешь перенести урок? Или отменить просто? За полчаса до начала. Да, скажи, простите, форс-мажор. Папа сказал устроить здесь аулак, бизнес. Что устроит? Аулак. Это что? Ты не знаешь, что такое аулак? Блин, а что такое аулак? Ну, типа, аулак. Интимная обстановка, типа. Ладно, утром поедешь сам. Все равно же тебе на фитнес. Я Азалия қалам ты. Так что, Азалия, менен аулак үй іштай алмайсың. Былай шамеймін кетелі. Мен уже возраст Ой, возраст не помеха. Впервые в жизни на официальном киноговор, прикинь. На всю жизнь запомнил. Министр утром здравоохранения. Какой там? Образование. Я хотела в квартире ночевать, но передумала. Анда говорит, зубную щетка тащить надо. Фен тащить надо. Шампунь тащить надо. Трусик. Ночнушка. Короче, анда меня бухтах. Не буду, ночевать. Я просто испугалась, что Альберт может этот слишком буйный аулах. Ой, что таштанга. 20 с чем-то лет я в кино не была. 2 месяца. 2 месяца. Вот между нами какая разница. А им что, как сельский учитель, не хочешь уехать? Им же зарплата хорошая, им вроде же подъемные дают. Вот это все, программа, не программа, везде есть подводные камни. Даже вот Кыргызстан, да, тоже в тот раз говорили, им все равно непонятно куда отправляют, непонятно как будет жить, потом в Нахин будут деньги платить. И потом, по сути, такие же деньги здесь зарабатываешь. Сельский учитель, ну, то же самое. Мне не нравится вот это ощущение, что я буду обязана. Мне нравится свобода действий, понимаете? Что можешь в любой момент Да. уволиться. Или пригрозить уволиться. Тебе это нравится? Ну, зумеры же говорят, кадровые поколения обижаются и уходят сразу. Это ты практикуешь. Обижаешься и уходишь. 100%. Обижаться и уходиться это твое. У меня сейчас немножко ответственность появилась. Баллар машина открывать. А мне нравится, когда ответственность у него. К вам я отношусь как к близкому человеку, не как к работодателю, понимаете? Вот как будто апайга. Это вот поэтому, наверное, ошибка, наверное, Да, моя. да. Мен как к родственникам отношусь-то кишилерге. Вот. Так. И этот. А сейчас мне уже взрослая позиция стала, баллар когда начала работать. Начала понимать. Брейнан, ура, как покупать билет tegen. Мы не знаем, как покупать билет. Мы идем смотреть фильм про Майкла Джексона. Альберт не поехал, говорит, я не люблю Майкла Джексона, говорит, и песни его не люблю, поэтому и фильм его не буду смотреть. Блин, бушуру мормом вообще. Вообще не понимаю. Что за фигня был? Что за квадратики? Нет, это наоборот все свободно. Все свободные? Да, сядем. Ну ладно. Ну не знаю, урта керек, наверное, все. Вот едем нормальненько. Алло. Ничего бахылға. Бұл уақытта понятно, билет VIP стоит 1070 сум. Прикиньте, что за VIP мы не знаем. Какой-то, может быть, дивандарма, может, ятып қарайын. Майкл О, оживает нифига себе, смотри-ка. Даже впервые здесь. Красиво, оказывается, Здесь спиртные напитки, мы будем пить. Представляете, можно, оказывается, в кино зайти со спиртным напитком. На ваш выбор шампанское, коньяк, арақылар. Қараға, рюмках маққына. Алды мына қара коньяк, арарат.
И все нормально, да нет у меня рэп, кино шеп. Тебе Арарат или царскую водку? Айда, балларын көргендер, білгендер, что я не киноға. Да нет, шучу, Нафиса Исмаилова. Нам воды тогда из крана. Шучу я. Охренеть, бұнда бір кісілер, представляете, вообще пустые залы, кісілер киноға жүрмей жатыр. Бір кісіге билет купить тұра келіп сыға. Бешерилля. Бешерилля, 6 киски. Нормально. Друзья, честный отзыв. Прикольный фильм. На баллах так этот. 7. 7. Меня, ну тоже 7. Да, ну никак не 10. Прям мега крутой, тебя это помню. Его племянник, кстати, очень круто сыграл. Сходить посмотреть можно. Хылкина, на самом деле. То, что песни, то, что танцы. Ну, великим танцором, короче, был он. И шоуменом. Вот. Я, знаете, что поняла? Шоу надо делать, шоу. Ну, черт. Откуда выходить? Кто-нибудь знает, нет? Нет. Ты ауылда тормозды тармақ еріп аталар ты. Даже қайдан сығырға білмедер ты. Ой, красота. Ох ты, блин, ночной город. Офигеть, блин, мен давно ночной город табған. Ой, матур екен, оказывается, Нафиса. Қара қалай түнгі городта матур екен, ай? Ох ты. И воздух так-то ничего. Ауылдағы ғымағырақ, ай? Мен тоқта біздің машина қайда, Нафиса? Біз машина қайдан келіп сыққанбыз, түгілмі ху? Біз қайда парковаться еттік ху? Господи. А бізге өскемен керек. Рахаттанып тұр, шында ғана инеп ұйқыға ятырым керек. Нет, не хочу, не могу. Қайтқым келе. Жоқ. Ну что, ана кішілер, ғымтеп тұрмадар, ресторанда отырлар. Прикиньте, достар. Офигеть. Тут ночная жизнь вовсю бурлит. Біз бұл вақытта ауылда ятып ұйықтап еді уже. Онда кішілер келіп сыққандар, ресторанда үйредер, киноға баралар. Урам толы кіші, машиналар үйредер. Это очень интересно, однако. Бізді ауылда бір кіші ұйықтап таныс бұл вақытта. Бүтәне ұйықтайдар уже. Даже. Мен келе истористар қалып жатам. Майкл Джексон, кажется, клипы придумал он начал. Один. Самый первый он придумал клипы. Это, кстати, классный клип. Да блин, меня Юргерок. К молодым авторам обращаюсь. Кто меня может написать хиты, прямо как у Майкла Джексона. Я тоже хочу снять какой-нибудь крутой клип. Мына егер клип түсірген. Да. Но блин, меня біреуде ер ятмайды. Нормально ер ятмайды. Потому что меня ханға хукмайды. Тяп-ляп ала берелер. Бұл Милюшеге, башкирский домохозяйка, неге пойдет дедер да. Ну мен ерсі түгел, шуға тоталар да меня бір какой-нибудь тяп-ляпский ер ятып берелер. Ой, блин, қазір мен кімдердің ерін ердаға болып келедерін деуде. Нет, имеется в виду, ну ладно. Блин, у меня бір хит жоқ таху. Мен кішінің ердарын перепеваю. Про что хотите он петь? Ну, феминистические или что это? Это же моя тема. Я хочу история, Физиолема МС Баштан история снять в клипе. И хочу позвать на главную роль Физиолены. Физиолия, если ты видишь эти сторисы, я хочу позвать тебя на главную роль в моем клипе. Я только буду петь, а ты будешь играть. Круто же будет. А может вообще МС Баштан Сахарга, прикинь? Это было бы круто. Не вздумайте меня идея на алғайнан баштары. Кто-нибудь меня налда. Если алға, вот қадірлі достар, сразу біліп қойылады. Они украли, значит, мою идею. Это вот первое я озвучила. Ну что, ради клипа же можно помириться, да? Это потому что трэш будет. Как думаешь, прикольно же будет, да? Блин. Қайда тұра? Қайда тұра? Мен это все артта тұрады ғой. Бірақ артқа менің матисыға түкіреді. Хайбат қайтып өтігі? Надеюсь, хайбат қайтып етем, блин. Оша айтып қайтма артығы. Я былай деп қайтмаймын да. Давай, пока, рахмат. Господи, как отсюда выехать? Блин, ну вот, меня, короче, молодые авторы, я жду от вас песню. Идея клипа уже есть. Вот, история Физиолема МС Баштака. Громкий скандал, развод. Вот, я хочу отснять это. У меня, конечно, все клипы одна и та же тема, но все равно мне очень нравится такая тема. Короче, жду. Все, хаубалгад, байбалгад, я отключаюсь, мне надо ехать. Надеюсь, именно хаугану хайтебет. Сколько я мечтала сходить в кинотеатры. Слабоватенький фильм. Очень слабоватый. Я, конечно, ожидала там типа вау, капец, круто, офигеть. Но нет. На баллов 7, я же сказала. Но племянник его очень круто сыграл. Очень, мне очень понравилось, как он играл. Как-то
меня потерял, оказывается. Это, Альберт. Вообще капец, блин, уже 40 времени тогда. Кайда? Китергет по дороге. По дороге? Ну, Думала, я сломалась, что ли? блин, все думаешь. Йоқламай аттың. Ялына тұрған болам. Коврик тәулі. Бысырақ. Вот обосрался, да? Вот так вот, без жены дома. А хин вот китай мальчишника, мен тоже хин шайтып уйдайым. Мен звонок телефон доступ мен всегда. Сен вообще не доступ. Хин трубканы тоже алмайсың. Ну, трубкаларда хоть звонок бар, блин. Сен вообще бармай. А мен ночной режим тоже, потому что я когда к любовникам уезжаю, отключаю. Шайтып уйдадым. Аллах. Я пиццу забыл. А? Пиццу забыл. Күйдірдің ма? А я, ну, вкуснее стал. Вкусный. Я залезайте, он вкуснее, хрустящий. Айнем боштары. Блин, вообще вкусный, мен ошладым уже яртысынан. А ведь уже витамина. Пончик. Что там наделали в пицце? Иняндің башы. Блин, хрустящий очень вкусный. Ай, не вкусный. Да, всем попробуй. Не буду я пробовать это. Ну, там попробуешь. Ертең Он попробую. вообще хрустящий выглядит. Оста, әйттеметін яндырмағы, типа, альби. Ну, вкусный, я же его ем, уже половину съел. блин, завтра. Начал, одан я хинен Имею, хадыр. кстати, кимет протопорно. Ну, подожди, я юқтамаған сонда. Доктарға О, вообще, блин. Ну, там. Потому что я скажу, что вот я